Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания, сегодняшней цыпочки звучит так. С чем он к вам придет и когда это произойдет? Пожалуйста, загадайте на любимого человека, либо на того, кто вам нравится. Загадайте на имя, прям так и спросите, с чем придет ко мне, назовите по имени и когда это произойдет, когда мне его ждать. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, с чем придет, когда придет. Так. Смотрите, если между вами сейчас расстояние, если вы поспорили, поругались, поссорились, разбежались, разъехались, ждете по интернету человека, то сентябрь выходит, сентябрь, придет в сентябре. Если же вы вместе, если вы общаетесь, встречаетесь, то у вас сегодня будет либо какая-то встреча, либо среда. Сегодня среда, потому что с эсочки идут. Середина недели, кстати, тоже может быть. То есть не за горами ваша встреча. Почему так? Да потому что человек сейчас что-то обдумывает. Прям обдумывает. Он обдумывает, с чем идти, как заходить, что говорить, как себя проявлять. Вот именно, смотрите, вы можете встретиться и раньше. Вы можете поговорить раньше. Я просто когда рисовала, да, я спрашивала про отношения, про любовь, про именно любовный контекст, а не просто встречи, разговоры и свидания. Да. Вы можете с этим человеком каждый день встречаться в офисе. Да, в одном офисе вы работаете, либо вы соседи. Вы каждый день там встречаетесь с ним, да, выходя из дома. Но при этом между вами могут быть диалоги любого толка, да, но не любовного. Я именно смотрела на любовь. Это красный песок, мы смотрим именно на любовь. Поэтому разговоры о любви, об эмоциях у вас состоятся либо в сентябре, если между вами расстояние, либо среда, сегодня среда, вот так вот, у кого как, понимаете, потому что это общее все-таки гадание, много людей смотрят. Но ваш мужчина на сегодняшний момент, он обдумывает, что бы ему сделать, что бы ему сказать. Конечно же, он думает о любви, конечно же, он думает о счастье, конечно же, он думает о каких-то вот, даже не знаю, подкатах в вашу сторону. Но этот человек, он сейчас, видите, вот он в центре. Он в центре, он один, и он как будто бы беспомощный. Что-то происходит в его жизни достаточно сложное и непонятное, что заставляет его чувствовать себя беспомощным, одиноким, таким вот, знаете, прям, брошенным, да, брошенный всеми. Этот человек, он запутался, он просто потерялся. Если человек этот не свободный, если у вас треугольник, например, да, существует, то он прям, знаете, он как бы между двух огней. То есть и там его что-то приманивает, что-то ему там чем-то привязан, да, и без вас он не может. И он вот такой стоит, там махает тряпочкой, говорит: ой, пожалуйста, помогите, я один, я не знаю, как мне выпутаться, что мне решить. То есть каких-то конкретных активных действий он на сегодняшний момент, вот на момент просмотра, он в голове не имеет. То есть он еще не придумал, что ему делать, как поступать, чем заходить, как заходить, о чем говорить, стоит ли вообще о чем-то говорить, либо взять паузу, либо наоборот нужно быть активным. То есть я могу сказать только одно. То, что он думает о вас 24/7, это точно. То, что этот человек запутался, сбился с пути истинного, это точно. И то, что этому человеку нужна поддержка, это точно. Если вы хотите от него каких-то конкретных активных действий, то вы должны к нему заходить сами. Заходить на страничку, заходить физически, да, если вы где-то вместе работаете. То есть будьте просто открыты, будьте просто приветливы, веселы,
покажите свое отношение глазами, да, вот девочки умеют это делать, просто вот глаза добрые, да, ласковые, открытые, покажите ему, он в этом нуждается, потому что вы для него сейчас, на сегодняшний момент, какая-то закрытая книга. Что-то он, кстати, накануне такое вот вытворил, за что ему стыдно. Возможно, вы еще об этом не знаете, но он об этом не догадывается, либо наоборот, вы ему уже высказали свое фу, и он теперь за это переживает. То есть в любом случае он чувствует себя виноватым. У него здесь филин сидит, маленький филин. То есть сомнения, очень много сомнений, и вы знаете, вот такая муть в душе, муть в голове, когда человек, он на себя оправдать не может. С другой стороны, говорит, ну как, у меня же нет другого выхода, что ж мне, бедняжечки, делать? Смотрите, если человек абсолютно свободный, то у этого человека страх перед серьезными отношениями, страх перед какой-то ответственностью, да, вот ему прям страшно, и у него прямо скулы сводят, да, и ноги леденяют о той мысли, что он там должен делать вам предложение, что там брак должен состояться, что он должен, стать отцом, да, то есть у него прям страх, нереальный какой-то страх, животный страх, вот по инстинкту хочется бежать, развернуться и бежать, он сам не понимает, почему. Может, это этап взросления, может быть, человек действительно выходит в какой-то новый этап своей жизни, и понятно, что как бы в этот момент он схож с моментом рождения, и он всегда очень такой травмирующий, и он страшный, да, вот когда ребенок рождается, он же идет по родовым путям, там темно, там места мало, да, и страшно, и вот и вашему мужчине страшно, ему нужно немножечко подумать, ему нужно определиться. Еще раз говорю, тут времени займет у кого-то, вот если вы рядом находитесь, то мужчина даже сегодня может прибежать, потому что он ходит по очень тонкой грани. С одной стороны, он очень боится вас потерять. Страх потери, он просто его парализует. Но и страх активных действий, он не менее его парализует. Но здесь другой момент. Здесь конкуренция какая-то еще присутствует. Конкуренция, причем конкуренция, скорее всего, вот... я не буду говорить, что у вас там другой мужчина есть, но вот он думает, либо представляет, либо ему кажется, что ее же заберут, ее же уведут, мне же нужно конкретно что-то делать, как это конкретно к ней продвигаться и поступать. А вы такая, знаете, вы не навязываетесь, вы вообще не любите, никогда этого не делали. Для вас даже сам момент, да, что кто-то подумает, что вы навязываетесь, для вас это просто такой вот удар под дых идет, да. И это ваша проблема. Знаете, вот многие из вас и умницы, и красавицы, и просто вот звездочки во лбу, да, причем всем сразу горят. Но при этом вы живете какой-то очень спокойной, размеренной жизнью, в которой практически ничего не происходит, да. А есть девочки, которые, оторви и выброси, да, я не хочу там никого обижать, но тем не менее, вот, да, но они активные, они вот ходят, добиваются, хочу замуж, ищу себе мужа, хочу богатого, хочу там погулять, оторваться, да, мне все равно кого, да, лишь бы там было. То есть, а вы нет, вы никогда не будете ни напрашиваться, ни себя предлагать. В этом ваша фишка и в этом ваш минус, потому что вы в жизни очень многое теряете. Вам бы немножечко быть поактивней и относиться к этой ситуации не как к навязыванию, да, а как будто бы вы играете, да, как будто бы это соревнование. В соревнованиях вы же не стесняетесь показать, что вы там быстрая, что вы сильная, что вы выносливая. Вот относитесь к жизни немножечко в этом ключе. Поэтому я вам и говорю, что нужно этому мужчине показать, что он нужен, показать, что он интересен, показать, что вы его хотите. Просто глазами покажите, не надо об этом говорить. Не можете глазами показать, просто напишите, да, смайлик ему пришлите, спросите, как у тебя дела? Придумайте что-нибудь. Этот мужчина, он воспрянет духом, понимаете, вот страх отступит. Все-таки он больше мужик, да, вот эти мужские его качества, они в нем возьмут гору. Я это вижу. И поэтому я говорю, что у кого-то даже сегодня может состояться разговор, причем разговор такой, достаточно волнистый, да, потому что тут волна пошла, обязательно нужно будет выпить, потому что он так вам не скажет, он не расслабится. Тут, может быть, он вас пригласит куда-нибудь в кафе, в клуб, в ресторан. Обязательно он будет пить, сопеть, мычать, но вы подождите, пока он дойдет там до какой-то определенной кондиции, потом уже состоится конкретный разговор. По-другому он не сможет, ему страшно. Воспринимайте это
нормально. Все мы люди, все мы иногда боимся, все мы в себе иногда бываем неуверенными. Этот человек, он на грани принятия очень серьезного решения в своей жизни. Это не предложение еще, но это предтеча предложения, да, то есть он решается менять жизнь, не менять жизнь, оставлять все как есть, либо нет. Кстати, мужчина, если он от вас прячется, если между вами расстояние, да, расстояние, кстати, может быть и не только километры, да, но и ментальное расстояние, то то же самое, страх не пускает, где-то какие-то, может быть, ошибки прошлого, неуверенность в себе. В вас-то он уверен, он понимает, что вы крутая, что вы классная, что за вас можно и в огонь, и в воду, но себя он, понимаете, вы себя не выпячиваете, вы не навязываетесь, а он в себя немножечко вот, затеняя, да, что типа, я не настолько хорош, но у меня там не так все красиво там сложено, да, что я там не настолько богат, что я не настолько перспективный, то есть такие моменты у него присутствуют. Смотрите, если ваш мужчина с вами на расстоянии, именно вот в интернете вы познакомились, либо так сложилась ситуация, что он работает где-то в другом месте, в другом там городе, стране, то месяц он просто без вас не выдержит. Ему так хочется к вам, ему так хочется быть с вами, ему так хочется от вас внимания, что он просто к вам прибежит, прилетит, прискачет, приедет. Причем как-то неожиданно, да, либо вас неожиданно к себе позовет, либо сам к вам неожиданно как-то проявится и приедет. Здесь уже речь пойдет о страсти, о любви, о неженятине, о признаниях, о каких-то невероятных ласковых словечках. Здесь прям такой романтик пойдет, причем такой класса люкс. Да, тут просто у нас и дельфинчик, и сразу 2 дельфинчика, и прям, я не знаю, какие-то вот фонтанчики, и волны, и цветочки, и колечки, что тут только не будет. Тут может быть и предложение, и задарит вас, задарит своим вниманием, и подарками задарит, и нежностью своей задарит. Здесь прекрасно. Это нужно дождаться, это обязательно должно быть в жизни каждой женщины, именно такая романтика, именно такая нежнятина. Дождитесь ее. Да, я вижу, что ваши отношения, они какие-то вот с надрывом, да, они как-то даются тяжело для вас. Все время какие-то всплывают обстоятельства, которые не позволяют вам сойтись, слиться в экстазе. Но поверьте, эти испытания не просто так в вашу жизнь идут. Это не испытания на прочность ваших отношений, а это вас подогревают друг к другу, чтобы вы больше горели. Вы оба какие-то, не то чтобы нерешительные, вы скорее оба какие-то упрямые, да, и если вы заупрямитесь, то вы можете в своей жизни просто все там перечеркнуть, вычеркнуть, отрезать, отрубить. Такие же ситуации в вашей жизни были, вы о них понимаете, помните. Чтобы этого не произошло, вас вот заставляют по друг другу действительно вот потасковать, поскучать, и тогда вас будут сводить вместе. С чем придет мужчина? С разговором будет идти, он будет говорить о своих чувствах, он будет говорить о своих эмоциях, он будет говорить о своих даже, наверное, страхах, каких-то сомнениях. То есть, если вы умеете читать через слова, да, сквозь слова, то вы очень многое поймете после этого разговора. А разговор будет откровенный, прям откровенный. Да, он может быть не сильно романтичный, но он будет честный. Вы знаете, этот разговор очень дорого стоит. Может быть, таких разговоров за всю вашу жизнь не так уж много наберется. Этот человек откроется, этот человек все расскажет, вы будете думать. Я вижу, что вы, девушка, будет думать, как мне с этим поступить, как мне с этой информацией жить. Надеюсь, что вы примете правильное решение, потому что, во-первых, вы получите ответы на многие свои вопросы, на многие переживания, а с другой стороны, картинка, знаете, вот все станет на своем, пазл сойдется, полностью сойдется. И вы знаете, вот этот разговор, он будет переломный в ваших отношениях. То есть, либо вы после этих отношений становитесь друзьями, и все у вас идет, знаете, вот так плавно, в дружескую гавань, а либо вы становитесь просто какими-то неудержимыми тут и любовниками, и любящими друг друга людьми, и вы прям рветесь в брак, в отношения, сразу там детей захотите нарожать, не знаю, какой-то такой момент идет. То есть я не буду делать тут прогноз, да, потому что я вижу и так может быть. Выбирайте, думайте, оценивайте правильно.
Мои дорогие, ваше счастье в ваших руках. Человек неплохой, человек похож на вас. Ну, честно, я вижу и женщина закомплексованная, и мужчина закомплексованный. Вместе, смотря друг на друга и помогая друг другу пройти комплексы, вы и себя будете прорабатывать. То есть эти отношения, они могут быть еще и полезные. Поэтому думайте, решайте. Мужчина объявится либо совсем скоро, буквально вот сегодня, либо посреди недели, либо объявится в сентябре. Сентябрь идет. Но вам стоит дождаться этой встречи, вам стоит принять это предложение, и вам стоит пообщаться. Очень многое станет на свои места. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.